Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Не забываем о предвыборной кампании кандидатов в президенты Татарстана. На сегодня в качестве кандидатов заявились 5 человек. Итак, действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев, он же лидер республиканского отделения «Справедливой России», депутат республиканского парламента и представитель партии «Роста» Олег Коробченко, лидер партии ЛДПР в Татарстане Владимир Сурчилов и первый секретарь Райкома коммунистов России Альфред Валиев. Предвыборная кампания началась с дискуссии вокруг татарского языка. Дело в том, что по Конституции Татарстана президентом республики может быть избран гражданин, владеющий нашими государственными языками, то есть русским и татарским. Положение о том, что кандидат президента Татарстана должен владеть татарским и русским языком, было прописано в договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией. И этот договор на сегодня не продлен. Есть большая проблема, и она признана на высоком республиканском уровне. К сожалению, до сих пор не определено, в какой мере кандидат в президенты Татарстана должен владеть татарским языком. Нет никакой комиссии или регламента, чтобы дать оценку, в достаточной ли мере кандидат в президенты знает татарский язык. Даже у Центральной избирательной комиссии по Татарстану нет полномочий устроить кандидатам своеобразный экзамен на знание татарского языка. Как высказался Фарид Мухаммедшин, председатель Госсовета, мы, законодатели, до конца это дело не довели. А теперь давайте посмотрим, что у нас есть по факту. Я думаю, вы и так без меня прекрасно знаете, что на сегодня в предвыборной гонке участвуют кандидат в президенты Татарстана и кандидаты на этот пост. Рустам Минниханов татарский язык знает. Судьба татарского языка ему не безразлична. Например, можете сами проверить и найти в интернете его обеспокоенность, что на YouTube сложно продвигать татароязычный контент. И о проекте полилингвальных школ, надеюсь, вы наслышаны. Если нет, то напишите в комментариях, и мы обязательно вам расскажем об этих проектах. Итак, что думают о татарском языке другие кандидаты в президенты? Знаете, как-то без особого уважения к татарскому языку высказался кандидат от ЛДПР Владимир Сурчилов. Если отбросить в сторону его всю вот эту вот шелуху и демагогию, то в сухом остатке будет его мысль, что президенту Татарстана для управления республикой достаточно владения татарским языком всего лишь на бытовом уровне. Ну-ну. А вот еще одно его высокомерное высказывание. Вы же знаете, что на самом деле из себя представляет партия ЛДПР. К слову, у Сурчилова есть серьезные проблемы с памятью. Вот, например, что он говорит о своей партии. Действительно, откуда это возникло? Кто же обвиняет ЛДПР в национализме? Напоминаем. Завалили Казань деньгами. Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают, да? Это чудовищно. Дайте русским столько же, сколько другим. Мы не говорим дать больше. Вы же русский парламент, русские депутаты. И принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше. Налогов меньше. Живи, Казань, расцветай. Стройте мечети до небес, так сказать. Средневековье, мрак, мракобесие. Это деньги страны всей. Вся страна работает. Поэтому пока не пойдете путем ЛДПР, порядка не будет. Давайте хабаровизация всей страны. Как в Хабаровске побеждает ЛДПР, и будет порядок. Мы вас не тронем, я обещаю. Ни в Сибирь, ни в психушки, никуда. С деньгами не будем даже... Отменим все декларации. Живите как хотите, не мешайте, дайте возможность работать. Для нас крайне важен межнациональный мир и согласие. Давайте здесь не будем делить людей по национальности. Давайте не будем делить здесь людей по вероисповеданию. Это наша сильная сторона. Этому высказыванию чуть меньше года.
Но как забавно сегодня звучат слова Жириновского о губернаторе Хабаровского края Фургале. Вы не находите? Как там еще говорят, своих не сдают? Или все-таки сдают, Владимир Вольфович? А вот, например, кандидат в президенты Татарстана Альмир Михеев высказывает не просто уважение к татарскому языку, но и говорит на нем. И тугантель, и матуртель. Эткем энкемнентеле. Деньеда куп нарсабельдем. Синтугантель аркалы. А что если родных языков два? Мой отец русский, а не ем татар-казе. Все 43 года, что я живу в Казани, я наблюдаю мир и согласие между народами. В Татарстане многое делается для сохранения татарского языка. Однако в обществе есть силы, которые искусственно нагнетают и драматизируют ситуацию, причем с обеих сторон. Поэтому я хочу напомнить одну очень важную вещь. Изучение татарского языка – это не вопрос войны, это вопрос мира. Шахардан ярак булган, ткачкане авалга кайту, хем эби блян чинкунылден татарча селешу. Анын матрушкале чейен, хем беляшлерен мактау ищен, ун ел боя татар грамматикасын, эрену керякме. А нужно, безусловное уважение и умение хоть немного, но говорить на татарском. Другие кандидаты в президенты Татарстана пока еще не высказались о татарском языке, не выразили свое уважение к нему. А надо бы, ведь можете стать героями нашего выпуска. Татары, у Татарстана деньги на вас есть. Понятно, что сегодня и общемировая, и общероссийская ситуация особого оптимизма не внушает. В этом отношении Татарстан в числе российских регионов может и старается быть быстрее, сильнее, первее, выше всех других регионов, но какие-то кризисные явления республики все равно сложно будет миновать. Хотя, знаете ли, есть такая национальная традиция в России, когда Татарстан ставит в пример Башкортостану. У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом, является Татарстан. И сейчас он опять вот в этом году второе место в рейтинге занимает по качеству инвестклимата. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Раис Фаритович, когда обгоните Татарстан? Когда Башкирия выйдет на первые позиции? Это известная практика, когда Башкортостан, Татарстан взаимодействуют. Это, кстати, очень сильный стимул для нас, для наших соседей. Мы их называем братскими республиками. Владимир Владимирович, стараемся. Я думаю, что займет какое-то время, но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя. Мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, Владимир Владимирович. Но вернемся к деньгам. Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов провел первое заседание комиссии по татарскому языку при президенте Татарстана. Там, конечно, много важных вопросов и тем обсуждалось, но мы сконцентрируемся на деньгах. По этому поводу высказался глава Милли Шура Всемирного конгресса татар Василь Шахразиев. Василь Гаязович сказал, что в этом году Татарстан увеличит финансирование госпрограммы сохранения национальной идентичности татарского народа. Эта программа должна работать с 2014 по 2022 год. Шахразиев сказал, что татары в этом году получат 100 миллионов рублей. Много это или мало? Давайте сравним. Общий объем финансирования госпрограммы на 8 лет должен составить более 315 миллионов рублей. С 2014 года на татарскую идентичность ежегодно должно приходиться от 26 до 45 миллионов рублей. В 2019 году на эту программу из казны республики пришли чуть более 33,5 миллионов рублей. В 2020 году должны были прийти более 44,5 миллионов рублей. То есть сумма финансирования в этом году выросла более чем в 2 раза. Кстати, Шахразиев пообещал, что для национально-культурных автономий татар в регионах России и в зарубежных странах будут закуплены национальные костюмы и музыкальные инструменты на 8,5 миллионов рублей. Василь Гаязович рассказал, что об увеличении финансирования госпрограммы решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов. И вы знаете, эти 100 миллионов рублей на самом деле направлены не только на татар в Татарстане. В документе госпрограммы стоят цели и задачи, которые направлены
в целом на всех татар, проживающих в Российской Федерации. Как мы видим, Татарстану не безразлична судьба татар, проживающих за пределами республики. Напишите в комментариях, если вам известно, на поддержку и сохранение национальной идентичности каких народов России выделяется больше денег, чем татарам. Не считая государствообразующий народ, естественно. К нашему глубочайшему сожалению, у сибирских татар все никак не проходит ежегодная головная боль. Каждый раз в каком-то сибирском городе устанавливают памятник Ермаку или еще что-то памятное в его честь. В 2010 году хотели поставить ему памятник на исторической площади Тюмени. Тогда Всемирный конгресс татар вместе со Всемирным форумом татарской молодежи смогли отстоять татарскую позицию. В 2016 году в Омске в Советском парке поставили бюст Ермаку. Инициатором выступило региональное отделение Российского военно-исторического общества. Его председатель Владимир Мединский. Думаю, вы и так знаете, как он относится к татарам. Всемирный конгресс татар сделал попытку отговорить омские власти от этой затеи, но памятник все равно был установлен. В 2019 году в городе Тара появился 30-тонный памятник Ермаку. В этом 2020 году поклонный крест в честь завоевателя Сибири хотят поставить уже в Тобольске. И здесь инициатором выступает предприниматель Аркадий Елфимов. Татарские общественные организации сплотились воедино, чтобы не допустить установки этого креста. Единым фронтом выступили председатель Тюменской областной общественной организации «Наследие» Луиза Шамсудинова, председатель Совета национально-культурной автономии сибирских татар Зайтуна Тычинских, председатель национально-культурной автономии сибирских татар Фовсия Марганова, председатель Союза сибирско-татарских писателей Клара Кучковская, руководитель тюменского филиала «Татарское дворянское собрание» Мурза Данияр Ахметов. Предприниматель Аркадий Елфимов уже вступил в заочный спор с татарами Сибири. Он считает, что Ермак достоин поклонного креста, потому что он присоединил к русскому государству Сибирь. Начнем с того, что к татарам Сибири Елфимов обращается по-хамски. Всем тем, кто недоволен памятником Ермаку, он обещает уголовные дела и преследования. Предприниматель написал статью «Символ государственного единства». И вот каким образом он в этой статье угрожает всем тем, кто с ним не согласен, в частности, татарам Сибири. Предприниматель еще более нервно реагирует на звонки журналистов из Казани. И опять перед общественностью машет уголовным кодексом и угрожает посадить всех несогласных. Перед нами повторяется до боли знакомая ситуация, которая случилась с проектом памятника Ивану Грозному в Астрахани. С одной стороны, нам, татарам, говорят, что мы один из коренных народов России. Мы живем в разных ее регионах, а значит для татарина Казани, что Сибирь, что Астрахань – родные места. Но откуда-то появляются сомнительные и не очень адекватные личности, которые указывают, скажем, татарам Казани, что их интересы заключены только в Казани, ну или в Татарстане, и больше нигде. То есть татарам из Татарстана нельзя думать, говорить и высказывать свое мнение о других городах России. Татарам Татарстана нельзя быть единым с татарами, проживающими в других регионах России. Это что еще за ментальное отделение татар Татарстана от всей Российской Федерации, от всего государства? Мы же в одной стране живем, не так ли? Елфимов в своей статье Ермаку противопоставляет личность хана Кучума. Уровень его исторических знаний в срочном порядке нуждается в школьном учебнике по истории. Он утверждает, то есть, понимаете ли,
Хан Кучум никакой не татарский хан, он всего лишь узбек, бухарец. Аркадий Григорьевич, вообще-то была такая татарская династия чингизидов, шибаниды. Они правили не только сибирским татарским ханством, но и Касимовским ханством. Аркадий Григорьевич, не позорьтесь. Откройте хотя бы Википедию или загляните на наш YouTube-канал. У нас есть исторические видео. В своей статье сибирский предприниматель еще намекает, что хан Кучум якобы был марионеткой ордена иезуитов, папских агентов Ватикана и русофобов-англичан. Ох уж эти теории заговоров, с ними спорить бесполезно. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Елфимов выпячивает хана Кучума как эталонное воплощение зла и нарочито сгущает краски. А как же было на самом деле? Подробнее об исторических перипетиях конца XVI века, о сложных отношениях между Ермаком и ханом Кучумом расскажет вам мой коллега и татарин мира Ренат Хабибуллин. Ну а я озвучу мысль, что далеко неправильно сегодняшних граждан России объединять историческими личностями из Средневековья. Тогда государства завоевывали друг друга, попутно вырезая мирное население, либо торговали друг с другом до первого конфликта, который опять выливался в кровопролитную войну. Уверен, что люди, например, причастные к строительству Транссибирской магистрали, куда больше принесли пользы и русским, и татарам Сибири, чем Ермак. Сибирским татарам пожелаем удачи в их непростой битве с памятниками Ермаку. Давайте поможем им своей активностью в соцсетях. Им нужна наша поддержка. И вообще, не пора ли уже ставить вопрос, чтобы на частные деньги, так же как и Елфимов, поставить памятник хану Кучуму? Сибирский предприниматель же говорит, что парк Ермакова поля в Тобольске, куда он собирается поставить поклонный крест Ермаку, это его личная земля, он ее арендует, что хочет, то и делает там. Неужели у татар Сибири нету бизнесменов, у которых во владении тоже была бы какая-нибудь интересная и достойная земля для памятника хану Кучуму?